Инфекционная больница Сухума приняла первых больных коронавирусной инфекцией 13 октября. К сожалению, новые случаи заболевания выявляются каждый день. И каждый день в больницу поступают новые пациенты. При этом почти половина из них нуждаются в кислородной терапии. До недавних пор в лечебном учреждении не было централизованного кислородоснабжения. Здесь использовали сепараторы, но они работали не в полную мощность. На данный момент в инфекционной больнице кислород поступает в 2 палаты, благодаря чему одновременно могут получать кислород 8 человек. Состояние здоровья ковид-пациентов, находящихся здесь на лечении, в основном средней и тяжелой формы протекания болезни. К нам пациенты поступают уже, которые уже лечились амбулаторно. Те больные, которые с первыми симптомами, они к нам не поступают. То есть они уже амбулаторно, когда на фоне амбулаторного приема, на фоне амбулаторного лечения динамики положительные, они складываются к нам. Лечащие врачи и участковые врачи созваниваются, и у нас происходит госпитализация данного. Во время съемок одной из пациенток стало плохо, из-за чего нам пришлось прервать интервью с главврачом Астамуром Гуня. По словам врача Мактины Джинджоля, данная пациентка поступила в больницу позавчера. 10 дней лечилась дома. На данный момент ее состояние расценивается как тяжелое. На сегодняшний день в инфекционной больнице находятся 36 ковид-пациентов. Из них 2 в тяжелом состоянии. За время функционирования ковид-отделения здесь зафиксировано 2 летальных случая. Облегчило очень, конечно, вот это наше состояние, наше здесь вообще лечение, все. Потому что это намного удобнее, чем вот это ходить с аппаратами, подключать. Поэтому это хорошая, большая благодарность руководству и вообще всему медицинскому персоналу, который очень заботливо, очень, почти, можно сказать, по-семейному о нас думает, заботится, помогает в любом случае. То вот она еще столько, девочки прибегают, делают все, что могут. Иногда даже делают больше, чем могут. Дома несколько дней сперва начали кости болеть, ломали кости. А потом потихонечку началось тело болеть. И температура. Врачи, дома домашнее назначение, а тот тоже вскоре она отправила домой и сюда. Под 40 стал температура и сразу сюда. А второй вечер очень тяжело было мне здесь. И выручили наши девочки прекрасные. Пациенты инфекционной больницы обеспечены всем необходимым: бесплатным лечением и 3-разовым питанием. Антитела бесплатно, и на общий анализ крови бесплатно, амбулаторным больным. А те, которые лежат в стационаре, конечно, бесплатно, лекарства бесплатно, и рентген бесплатный, и кровь, и лабораторные данные бесплатно. Здесь платного ничего нет. И по поводу еды мы всех пациентов даже просим, чтобы они не приносили еду, потому что здесь очень вкусно кормят и очень хорошо кормят. Медики еще раз напоминают: лучшая профилактика от коронавируса – ношение маски, мытье и обработка рук, а также соблюдение социальной дистанции. Шазина Ханагу, Зора Бегуа, Абхазское телевидение.